вечора. Я Тетяна Даниленко, програма «Бугунь», кримськотатарський канал АТР. Ми продовжуємо говорити про найголовніші події цього дня в Україні, на території Криму і в світі. Буквально свіже повідомлення від міністра внутрішніх справ Монастирського, який буквально ось щойно закінчив свій брифінг, про замах на одного з українських міністрів. Громадянин США і громадянка України замовили убивство чинного міністра аграрної політики Романа Лещенка, заявив Денис Монастирський. Він розповів, що громадянка України і основний замовник у серпні 2021 року шукали кілера для того, щоб вбити людину в Україну. Українку вивели на підставного кілера, і все їхнє спілкування документувалося. Американець і українка замовили вбивство колектора, який вибивав борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році. Словом, ось таке повідомлення. Нагадаю, що буквально декілька тижнів тому було здійснено замах на одного з основних радників Володимира Зеленського, Сергія Шефіра, і розслідування також поки що триває. Ну, а в нашій студії Олена Приходько, білоруська журналістка. Доброго вечора вам. Добрий. Ми з нею поговоримо про ситуацію на білорусько-польському кордоні і у відносинах з Україною, Росією, Білоруссю також. Буквально нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що президент Росії Путін і президент Білорусі Лукашенко працюють над дестабілізацією ситуації в країнах Заходу, тим часом відволікаючи увагу від нового повномасштабного вторгнення до України. Він сказав, що міжнародний тиск на Білорусь дасть результат, і число біженців в сусідній республіці збільшуватися не буде. На даний момент більше 20 тисяч мігрантів знаходяться на білоруській території. Ми не знаємо, чим вони займаються. Не виключено, що прикордонна криза спрямована на те, щоб відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні. Таким чином, захищаючи польський кордон, ми захищаємо усю Європу. Отже, яка ви стежите, я впевнена, щодня, щохвилини і за ситуацію на білорусько-польському кордоні, і взагалі, що там відбувається на вашій батьківщині, звідки ви змушені були тікати сюди, до нас в Україну. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою, що це відволікаючі маневри для того, щоб Росія готувалася до повноцінного, повномасштабного наступу на Україну? Ну, здесь мне сложно давать оценку. Я не эксперт в военных действиях России, но то, что вся эта история России, безусловно, выгодна, и то, что она спланирована и проходит под эгидой России, это совершенно очевидные вещи. И, конечно, вообще это такая тактика Путина — чужими руками воевать и чужими руками расширять либо свое влияние, либо делать какие-то темные делишки. То есть это его стандартная тактика. А хто, на вашу думку, придумав це взагалі абсолютно диявольська схема, да, з біженцями? Я так розумію, що є якісь білоруські чиновники, вони буквально заробляють гроші навіть на цьому, так, провозячи величезну кількість біженців, створюючи інфраструктуру для того, щоб вони там залишалися і виконували якісь ці дивні функції свої на кордоні між Білоруссю і Польщею. Хто взагалі міг вигадати? Це план Лукашенка? Я думаю, российских спецслужб? Я думаю, если это и личный план Лукашенко, то он однозначно бы обсуждался с российскими спецслужбами. А по поводу заработка, вряд ли белорусские чиновники на этом зарабатывают. В Беларуси зарабатывает один человек. И все денежные потоки в Беларуси давно и надежно сконцентрированы в руках одной семьи с фамилией Лукашенко. Поэтому белорусские чиновники не зарабатывают ничего. Ну, может быть, там какие-то премии, погоны, да, но это такие себе выгоды. А основные денежные потоки за это, конечно, получает Лукашенко. Но помимо денежных бонусов, здесь очень много других бонусов. Он, в принципе, в разговоре с Ангелой Меркель заявил свое главное тайное желание, чтобы его признали президентом. И как бы, может быть, это невероятно
невероятно не звучало, но этот пунктик, эта обида, а зная его вообще личности, его психопатические наклонности, то есть то, что его не признали, то, что его, например, на украинских каналах подписывают как бывший президент, да, или президент там... Самопровозглашенный. Да, самопровозглашенный. И так, в общем-то, во всем мире к нему относятся. Это для него прям очень серьезная болевая точка. И он не просил там, да, самолет, миллиарды долларов там, или золотой парашют. Он просил: признайте меня президентом. Ну і теж не накладайте санкції. Естественно, но не накладайте санкции, это дайте зарабатывать. Дайте зарабатывать на всех схемах, дайте зарабатывать на всем, на чем я зарабатывал, потому что Россия сейчас тоже заработки обрезала, и с Россией сейчас очень сложно договариваться, и он не исполнил пока ни одного своего обещания, что он дал Путину, поэтому Путин его держит на коротком поводке, вроде бы как бы и поддерживает словесно, имиджево, но денег не дает. А деньги нужны, потому что держаться на штыках – это очень-очень дорого. И все его окружение, оно не за идею, оно из-за страха и за деньги. Ну и плюс, конечно, повязаны кровью и преступлениями. Но это дорогой способ удержания власти. Ну, тобто оці там подачки, в принципі, як для такої країни, як Білорусь, мільярд, потім ще раз мільярд. Ну вот, да, полмиллиарда последний транш вот этот был, так причем этот транш был давно обещанный и придержанный. Угу. То есть больше ничего нового он не получил. Вот на последнем совещании ему уже сказали, что скажите спасибо, что у вас цены на газ ниже, чем у остальных. Вот, собственно говоря, и все бонусы. То есть здесь однозначно Путин ему указал, кто хозяин и где место Лукашенки в этой історії. Ну, але ми бачимо спробу все-таки Лукашенка прогинати Європейський Союз, от навіть в такий, конечно, дуже дикий спосіб. Ну, для него это не дикий, это нормальный способ. Для него это не дикий. В нього вже якийсь уже певний досвід є, як працювати з Європейським Союзом, як на нього тиснути. Він знає болеві точки Європейського Союзу. Вот наскільки они всем очевидны, эти болевые точки. В первую очередь, это права человека. Вот если посмотреть все нарративы белорусской пропаганды, которые вещаются последние дни с границы, с пропускного пункта, где мигранты, там говорится одно и то же. Посмотрите фашистский режим, как он жестоко относится к женщинам, детям и несчастным мигрантам. То есть нарушаются права человека. И если брать вот прям так по факту, по закону, они действительно нарушаются. Потому что Польша не дает людям войти в процедуру подачи на беженство. Да, по Венской конвенции они как бы должны предоставить им такую возможность. Вот. И поэтому здесь Лукашенко, скажем так, бьет Европу их же оружием, да, то есть вот вы такие правозащитники, но вот смотрите, вот она ваша демократия, вот они ваши права человека, вот они вы такие добрые. Хотите принимать людей, вот принимайте, нате вам люди. Ну так, і справді журналісти тим більше мають доступ лише з білоруського боку, по суті, знімати мігрантів. І тут теж безкінечний простір для маніпуляцій з боку з білоруської сторони, так, тому що і Балтійські країни, і Польща там не допускають ні волонтерів, ні журналістів зі свого боку до мігрантів. А Лукашенко всім дозволяє знімати, показувати. Ось там вмерла дитина, там немовля, так, цієї доби, яке прожило там 1,5 місяці. І ще якісь там порушення і так далі. Ось подивіться, які жахливі поляки, як вони використовують водомети, це взагалі заборонено там і так далі. Хто кого зараз переграє в публічному полі, на вашу думку? От Білорусь чи все-таки полякам вдається выглядать гидно в цій ситуации? Ну, некоторые эксперты высказывают такое мнение, что поляки немножко в информационном пространстве проигрывают именно тем, что дают мало информации, она очень скудная, она официальная. Но, знаете, если противопоставлять той информации, которую дает Лукашенко, нужно понимать, что журналистики в Беларуси уже больше нет. Все журналисты из Беларуси уехали. Независимых СМИ нет от слова совсем. В Беларуси осталась только пропаганда. И эта пропаганда ведет живые стримы на официальном канале белорусского телевидения, прям живой стрим, такое, знаете, шоу в живом эфире, как несчастные люди там страдают. Да? Там только пропагандисты, и пропагандисты, естественно, набрасывают свою повестку.
Есть доступ, там небольшой доступ был CNN, BBC, получили ограниченный, опять-таки, под надзором спецслужб доступ, остальным нет. Почему поляки это не освещают или страны Балтии? Не могу сказать. Я думаю, что в данном случае возможно. Они не хотят как раз-таки уподобляться и не превращать всю эту историю в войну пропаганд. То есть, поэтому, мне кажется, они заняли такую сдержанную позицию, дают официальную информацию, дают официальную картинку, дают достаточно информации для того, чтобы понять, какие провокации проводятся со стороны белорусских там, силовиков или со сторони мігрантів, но не более того. Ось білоруська сторона сьогодні повідомляє про те, що якась частина мігрантів до 2000 повертається назад з Сирії і Ірак. Це що, такий крок назад невеликий з боку білорусів? Сегодня были озвучены такие цифры. Вот перед этим ваш эксперт озвучивал, что около 20 тысяч белорусских в Беларуси мигрантов сейчас находится. Сегодня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Исмонт выложила цифру 7 тысяч. То есть, що взагалі в країні перебуває 7 тисяч. Около 7 тысяч мигрантов. Из них где-то около 2 тысяч находятся вот сейчас там на пропуске Брузги-Кузница, а остальные находятся на территории как бы Беларуси в других местах. И из этих 7 тысяч только 400 человек выразили желание вернуться обратно, и их как бы вывезли там около 400 человек. Уже первый самолет был отправлен обратно в Ирак. Остальные якобы не хотят. Но по имеющейся у нас информации в социальных сетей, то, что мы мониторим переписку людей, какими сообщениями люди обмениваются, есть определенное количество людей, которое уже где-то расселилось по каким-то квартирам. Эти люди десятками живут на квартирах, они нуждаются в медицинской помощи, там волонтеры на каком-то уже таком, знаете, частной инициативе пытаются им помогать. Вот сегодня были найдены несколько человек в лесу 1,5 месяца прожили, и у них там годовалый ребенок умер, они с ранениями. То есть вот эти единичные случаи, они, я думаю, сейчас начнут все чаще и чаще всплывать, потому что люди находятся в крайней нужде, они, наверное, будут вынуждены либо идти на какие-то преступления, просто чтобы выжить, прокормить себя, да, либо они каким-то образом начнут себя проявлять в обществе. Ну і Білорусь не та країна, де мігрант може себе якось реалізувати. Так, там скільки? 70% економіки – це державний сектор, близько 70%. Все інше – це якісь бізнеси, але, наскільки ми розуміємо, країна дуже зарегульована, і приїхати відкрити кіоск там з продажу чогось, там мігрант, навіть якщо в нього мінімальний є фінансовий запас, він не може. Не может, конечно. Не может, потому что это будет огромное количество. Ну, начнем с того, что ему нужно сначала в стране легализоваться, получить какие-то, да, там основания, вид на жительство там, или еще, а дальше уже там действовать как предприниматель. Но за последний год весь белорусский бизнес находится сейчас в таком страшном занепадке и в ужасном состоянии. И те, кто еще там не уехал, не разорился, они находятся в состоянии просто такого выжидания, потому что меняются законы, вводятся новые налоги, Лукашенко нужны деньги, меняется сейчас полностью законодательство в отношении индивидуальных предпринимателей, меняется налоговое законодательство в отношении сбора налогов, вплоть до того, что вводится даже налог на квартиру, просто вот, то есть такие вещи. И говорить там о каком-то развитии бизнеса. Корову просто намагаються більше доїти. Просто она уже сдохла, а ее уже прям мертвую пытаются еще выдать. Это, ну, объективная ситуация сейчас такая. Да, есть там какие-то бизнесы, которые придворные, они еще каким-то образом рефлексируют, и на этой государственной поддержке они еще так, ну, скажем, более-менее себя чувствуют. Но покупательская способность падает. Судя по тому, какое количество идет оттоков вкладов денежных из банков, это говорит о том, что люди начинают проедать свои подушки безопасности. Они, естественно, никуда не вкладывают, они не совершают каких-то покупок, то есть они сейчас проживают свои кубышки. Сколько это времени протянется, ну и назвать это какими-то условиями там для ведения бизнеса или там его развития, это невозможно. А придворні бізнеси – це що? Це от які основні галузі, да? Це... Ну,
понимаете, в Беларуси все так устроено, что, в принципе, если ты выходишь на уровень выше среднего, то ты в любом случае взаимодействуешь напрямую с государством, и каким-то образом ты этому государству чего-то должен и откатываешь. Да? То есть это может быть в разных формах абсолютно, это не обязательно прямые взятки там в конверте, то есть есть государственные схемы, да, есть там, например, какая-нибудь социальная обязанность и повинность, например, если ты крупный бизнесмен, значит, ты возглавишь там Федерацию хоккея, например, да, там, или там баскетбола. Крупний бізнесмен – це, наприклад, ресторатор, да? Например, да, там, даже покрупнее, там, не знаю, там, крупный ритейлер какой-нибудь, да, неважно. Это такая твоя социальная повинность. И, опять-таки, если говорить о крупном бизнесе, все знают, что если посевная, то парни сбрасываются на посевную, если уборочная, на уборочную, если там Лукашенко везет подарки в детский дом, то это не из президентского фонда платятся. Это платят бизнесмены. И это как бы вроде бы мелочи. Но строительство то же самое, там знаменитые братья Каричи сербские, которые имеют полный карт-бланш в Беларуси на строительство жилых комплексов. Это же все не просто так. Это часть як взагалі бізнесу це сім'ї. в Білорусі дуже дивні бізнеси там розвиваються, і деяких взагалі немає. Так, от хто це? Лукашенко сам вигадує, що тут от косметику ми виробляємо, а там щось ми не робимо, так? Як Нет, це? я думаю, нет, инициатива как раз-таки и идеи делать бизнес, он идет от людей, естественно, и сопровождается людьми, и проводится людьми. Но как только этот бизнес становится успешным, да, или он выходит там уже на уровень, когда уже идут хорошие прибыли, то, естественно, этому бизнесу говорят, что надо теперь делиться. То есть нормальная такая стандартная бандитская схема. И вот если взять, например, сферу IT, вот к вашему вопросу, да, как они развиваются. Вот IT-сфера как раз больше развивалась вопреки. И я как-то брала интервью у Валерия Цепкала, бывшего кандидата в кандидаты. Вот он как раз-таки был основателем парка высоких технологий. Так вот, он рассказывал, что парк высоких технологий в Беларуси удалось тогда создать и в законодательство изменить только благодаря тому, что ни Лукашенко лично, ни его придворные в IT не разбирались вот от слова совсем. И когда им пришли... Вони просто не вникли в ситуацію, і воно виросло. Они плохо поняли, но вот когда они услышали, что на этом можно хорошо зарабатывать, то есть какой-то же бизнес-план был, да, соответственно, они сказали, ладно. И, соответственно, из-за того, что они мало в этом разбирались, они до определенного этапа не влезали и дали просто отрасли саморазвиться, начать зарабатывать, и IT-отрасль в Беларуси поэтому и выстрелила. Але за цей рік уже багато хто змушений був виїжджати з країни, наскільки я розумію, за айтішників. По некоторым оценкам, до 30% IT-фаундеров уехали и перевезли свои бизнесы. Но сложно, прям таких точных цифр нет. Вообще в Беларуси со статистикой очень сложно, потому что собирать статистические данные нельзя никому, кроме государственного, да, статистического ведомства. А все остальные опросы, вот маломальские, прям даже на каком-то бытовом уровне, они у нас не проводятся и запрещены, либо проводятся тайно, поэтому как бы цифры у нас... Тобто ні соціологію, ні державну якусь статистику. Там відтік, наприклад, людей. Так ми от в Україні, кожен, мабуть, знає нову білоруську сім'ю, яка приїхала до Києва. Там в мене є знайомі айтішники, які цього року приїхали, дуже багато активістів, там журналістів і так далі. Так, ми візуально бачимо, що багато журналістів, багато білорусів приїхало до України. Але от який відтік з Білорусі людей, поки що ж не зрозуміло. Нет таких цифр. Их нет, и их можно, конечно, там попытаться собрать, сопоставить. Мы вот с украинским коллегой Миколой Иващенко делали материал о количестве белорусов, которые вот приехали в Украину, и за последний год мы получали из ДМС, из прикордонной службы цифры. Мы примерно высчитали, не примерно, а согласно данным, которые у нас были, мы высчитали, что за последний год, с 20 по 21, да, по серпень месяц, в Украине где-то около 10 тысяч белорусов осталось. То есть мы взяли этот трафик, который въезд-выезд, и вот количество оставшихся людей, где-то это около 10 тысяч человек. Не так багато, як
звичайно, могло бути. Очевидно, Польща приймає на себе більший... Больше, Литва больше, но у них условия другие принятия. Поэтому, конечно, людям туда удобнее ехать, потому что в первую очередь условия легализации, облегченный визовый режим, облегченное трудоустройство благодаря этой визе. Ну, в Украине с этим у белорусов вопросы, поэтому... Ну і виходить, що найближчі країни, і ми в тому числі, забираємо найбільш кваліфіковану робочу силу зараз з Білорусі. Там залишаються, знову ж таки, пенсіонери і ті люди, які працюють в державному секторі, якими легше керувати Лукашенко. Да, но вы понимаете, люди, которые работают в государственном секторе, это люди, которые ничего не производят, они тратят. И очень большой вопрос, сколько эта вся машина может продержаться, потому что вы верно заметили, активные люди бизнеса, да, вообще проактивные, да, пассионарная часть общества, она действительно разъехалась, либо залегла на дно, очень, скажем, да, так, чтобы просто не отсвечивать. И, соответственно, она не производит никакого продукта, да, ни социального, там, ни какого-либо другого. А весь государственный аппарат – это продукт отрицательной селекции. Это так и есть, потому что работать в государственном аппарате человеку думающему невозможно. Очень низкие компетенции из-за этого, потому что, особенно если говорить там о каких-то карьерном росте, да, то вот вся эта державная эволюция, она привела к тому, что в руководстве остались низкие, люди с низкой компетенцией и с высоким уровнем такого, знаете, пожирательства друг друга. Ну, але у нас в Україні, знаєте, дуже часто політики і проросійського спектру в першу чергу, але й не тільки, дуже часто з такою певною заздрістю дивляться на Білорусь, як на оплот стабільності, економічного зростання всупереч тому, що не так багато наявних ресурсів є. І ось зараз ми, так сталося, що ми залежні енергетично. Ми до минулої, до цієї доби закуповували в Білорусі електроенергію, яку вона нам перекрила з полуночі. Да, недавно відказала. Так? Ну і інші енергоресурси, в тому числі, які з Росії прямують, ми там транзитом через Білорусь, ми теж так чи інакше споживаємо. Оцей енергетичний шантаж, який Білорусь розпочала, на вашу думку, це тому що Росія так сказала перекрити всі ці вентилі? Чи це якийсь теж елемент? Да, ну, Лукашенко, во-первых, надо понимать, что Лукашенко сам по себе очень мстительный человек. Це ж всупереч твоїм економічним інтересам? Ну, если взять, я смотрела по цифрам, например, та же самая Литва закупает электричество в Беларуси больше, чем Украина. То есть, например, Литва более выгодный партнер. Да? Украина сейчас снизила закупку. Ну и плюс, опять-таки, да, это хороший такой вариант вставить шпильку, поугрожать. Я не думаю, что это прям-таки... Это, безусловно, на руку Путину, но это доставляет удовольствие самому Лукашенко. То есть ему не нужно там указание из Кремля, иди там помучи украинцев. Зачем? Как бы он это делает сам и с удовольствием. А что касательно вот этого, действительно, у украинцев, кто не погружен, да, в реальности Беларуси, это не только украинцев, у россиян, например, тоже они смотрели со стороны там, и говорили: ох, какая же замечательная страна Беларусь, как у вас здесь хорошо. Ну, такой взгляд туриста, когда ты приезжаешь, все чистенько, аккуратно, и кажется, что все замечательно. Но на самом деле все это белорусское экономическое чудо – это фикция, и госпредприятия, они как бы работают, ну, по факту, да, люди ходят на работу, они что-то производят, но если взять экономическую составляющую этой работы, то это убыточные предприятия всю дорогу. Они постоянно на дотациях, а дотации – это постоянные российские кредиты. Поэтому Беларусь, вы говорите, вы зависите энергетически, да, но Беларусь вообще зависит по всем фронтам. И то, что у нее есть там свои электростанции или через ее территорию проходит какая-то труба, это вообще ничего не значит. Потому что Беларусь абсолютно зависима. Лукашенко за 26 лет своего правления страной загнал ее в полную зависимость от российских кредитов. Страна не производит ничего такого, чтобы... Ну да, есть там калийные удобрения, да, но если взять
общую, да, экономическую составляющую, то на одних калийных удобрениях ты страну, как оказалось, не прокормишь. По крайней мере, у Лукашенко по его модели плановой советской экономики это не работает. Машинобудування там в якесь там, да, орієнтоване на пострадянський ринок, але все одно існує. Ну, да? оно есть, но это же, знаете, как у нас предприятия работают на склад. Очень много предприятий работает на склад. Почему он там любит собирать всех своих министров и там их прилюдную порку устраивать? Открывайте новые рынки, мы сейчас там... И каждый раз, когда какая-нибудь засада, когда там очередной провал в чем-то, он собирает своих министров, и они им рассказывают, как мы поедем там, в Венесуэлу, в Африку, там, или, я не знаю, на Марс полетим открывать новые рынки. Ну, смешно. Не работает это так. Есть кейсы того же самого там МАЗа, как они открывали рынки в Австралии. Это просто, ну, провальные истории. Хотя на самом деле рынок был, и можно было там карьерные самосвалы действительно продавать. Но к вопросу менеджмента нужны еще качественные менеджеры, нужна еще качественно отработанная система, чтобы потом те же проданные там эти огромные машины обслуживать там. В Беларуси все через пень-колоду. Это, знаете, как такая красивая картонная заставочка, которую вот если дунешь, рухнеш, а там Це на самом деле потьомкінські деревні, да, насправді. Да. А якщо говорити про те, хто навколо Лукашенка, хто радить йому от ці всі безумні абсолютно речі, які він зараз робить, ну, очевидно, є якийсь пул людей, які аналізують міжнародну ситуацію, там, економічну кон'юнктуру, політичну кон'юнктуру, як відреагують західні партнери там, на той чи інший виклик. Да? Хто цей пул, скажімо так, людей, які доносять йому до вух от необхідність тих чи інших дій? Чи він сам собі режисер в цьому сенсі? Ну, то, что он принимает решения самостоятельно и очень часто эмоционально, это, как бы говорят все. И это похоже на то, что так есть. Конечно, у него там есть какие-то эксперты, но, понимаете... То він ж настільки політично досвідчена людина, яка там 30 років вже на цій посаді сидить, що йому вже не потрібні ні зовнішні економічні, ні безпекові радники, які б підказали... Они ему, знаете, почему не нужны? Потому что все эксперты и советники Лукашенко должны говорить ему то, что он хочет слышать. И в этом главная проблема и самого Лукашенко, да, и его советников. То есть даже если они понимают, что, например, экономически это невыгодно, да, или мы здесь, например, проседаем по каким-то статьям, вот идет министр экономики на доклад к Лукашенко, его доклад предварительно просматривает пресс-секретарь Наталья Исмонт и говорит, давай не будем расстраивать дедушку. Да, ну, может быть, я сейчас утрирую, да, но примерно это так и происходит. То есть близкое его окружение, Наталья Качанова, Наталья Исмонт, это женщины, которые его обожают, да, и просто создают у него, в его же глазах образ такого вот мачо, вот этот, знаете, нарратив, который очень любит распространяться про металлические тестикулы, да, у Лукашенко. Откуда это? Ну, то есть, если вот прям так не нужно быть там глубоким там психоаналитиком, да, чтобы понимать, ну, где там очевидные недостатки у человека и провалы. Вот так же действуют все остальные. Силовики приходят и рассказывают ему, какой ты замечательный. То есть это, в общем-то, как было в Советском Союзе, как это происходит в Северной Корее. Надо громче хлопать, надо больше восхищаться, надо говорить, что все хорошо. Кто говорит, что плохо, тот кто? Тот враг. Поэтому независимых аналитиков, экспертов, которые скажут, что, например, там, не поступайте, Александр Григорьевич, так, потому что, там, не знаю, против вас ведут санкции, нам будет плохо, таких людей у него не найдется в окружении. Они скажут, да, нам будет плохо, но мы выдержим, мы будем держаться, мы встанем плечом к плечу. То есть короля делает свита, но они все играют на его желание. Політичні інтриги, в тому числі на зовнішній арені, це все особисто Лукашенко, він сам собі це вигадує. Я думаю, да, потому что он настолько параноидальный человек, что я не думаю, что он кого-то подпускает к себе настолько близко, чтобы слушать этого человека больше, чем себя.
Ну, возможно, он прислушивается, но однозначно делает выводы сам, и это никогда не коллегиальное решение, и это никогда не рациональное решение. Это решение, выгодное ему, его бизнесу, да, его безопасности, как он это себе видит и Ну, але представляет. ця гра, яку він зараз затіяв на кордоні, це така ризикована багатоходовка чи якась які у нього політична риски? авантюра. А Так? какие у него риски? Он за спину Путина прячется уже сейчас. Он-то, в принципе, ничем не рискует, даже если... и почему он так дерзко провоцирует поляков на ту же самую стрельбу, например, да, там ему очень хотелось, чтобы поляки выстрелили, ему очень хотелось, чтобы они там совершили какую-то такую агрессивную ошибку, потому что тут же сразу он звонит в Кремль и говорит: Володя, давай Искандеры, давай укреплять границы. Чем он рискует? Он, наоборот, еще больше укрепит свои военные позиции, и в данном случае Путин ему не откажет. Поэтому насколько он готов идти воевать, прям вот если мы говорим о вооруженном конфликте и действиях. Так, те, про що багато говорять і західні аналітики, і наші, про те, що можливо вздовж білорусько-польського кордону якісь локальні прориви з гібридними захопленнями населених пунктів прикордонних в Польщі, звідти якісь от такі дії на кшталт того, що відбувалося у нас в Криму, там, в Грузії і так далі. Так, от на такі прям радикальні сценарії він як Я думаю, абсолютно. готовий? Абсолютно. Потому что если говорить, что жалко ему или не жалко людей, нет, абсолютно. И никогда не было жалко. И он все время, все 26 лет своего правления, он показывает, что люди — это вообще ничто. Пыль, просто пыль. Я не говорю даже о гражданах таких вообще, которые просто какая-то масса, биомасса. Ему не жаль даже близких каких-то людей, которые там его когда-то к власти приводили, которые там были его там кошельками, советниками или еще кто-то. Очень много этих людей исчезли или если повезло, змушені или були уехали. тікати. Да, или успели убежать. Людей ему не жаль от слова совсем. У него нет друзей, у него нет каких-то там, не знаю, там мучений совести там, или еще чего-то. У него есть он, его интересы, ну, его сыновья, то есть его семья, то, что он защищает. Вот А его от прайд. його сини, да, вони грають якусь роль? Вони можуть йому там сказати: папа, тут ти не прав, або там... Я не думаю. Он там, конечно, как бы в интервью бравирует тем, что Коля, может, там Коля у него главный Ну, Коля, оппозиционер. він дитина ще, Ну да. вот так выглядит оппозиционер, понимаете? Вот такой оппозиционер, 16-летний мальчик, самый любимый сыночек. Ну, конечно, любимому можно позволить там немножко сказать, что папа не прав, но в пределах допустимого. Старшие сыновья нет, они в его бизнесе, они полностью в теме. Вони повністю залежні від нього і Конечно, не можуть сказати и йому. повязаны всем этим, и им это выгодно. А зачем, во-первых, а зачем им это говорить? Потому что им выгодно так, им хорошо так. И они достойные дети своего отца. Поэтому, если начнется какой-то вооруженный конфликт, лично Лукашенко и его сыновья не пострадают. Понимаете? А все остальные это, ну... Рік тому, коли ви змушені були виїжджати з Білорусі, було відчуття, що режим захитався і все. Це останні його дні, останні його хрипи. І от переломний момент, коли він там десантувався з сином Колею, з автоматами в військовій формі, якимсь чином психологічно зламав і білоруську націю на той момент, і саму ситуацію. Але рівно до того моменту здавалося, що ось і все. В чому секрет живучості? От як так вийшло, що він з такої ситуації, коли проти нього налаштована значна частина країни, просто вийшов сухим з води і ще й зміцнив свою владу, по суті, змусивши тікати всіх, хто не згоден? Я вот здесь немножко с вами не соглашусь. То, что он тогда вышел с автоматом, это не было переломным моментом, потому что он вышел с автоматом. Я была тогда на том марше лично, я присутствовала, и я знаю, как там все происходило. Когда он уже приземлился с вертолетом и с автоматом, основная часть людей уже просто разошлись.
То есть люди разошлись не потому, что Лукашенко прилетел в самолете с автоматом. Это была обычная, скажем, жизнь белорусского протеста. То він не ризикував на той момент? Вообще, абсолютно. Более того, он вышел к пустой улице. Проспект был пустой. Стояли заграждения силовиков, стояли вот эти заборы, но людей не было от слова совсем. Люди разошлись. И разошлись они не потому, что их, кстати, кто-то разогнал. Это был естественный расход, потому что протестующие не собирались штурмовать дворец, не собирались идти ни на какие силовые решения. Вот мы вышли, то есть основной был посыл, чем больше нас выйдет, вот они все увидят. Ну, это была наивная такая, да, история, что вот он увидит, что нас здесь уже там 300 тысяч, ну уже слушайте, ну 300 тысяч, он уже не скажет, что... Весь серпень людей виходило більше, і вересень да, більше. И тот день был одним из переломным в том плане, что вышло большее количество людей. Он стал переломным, и протест пошел на спад, да, потому что люди не увидели результата. Но видите, как сработала пропаганда. Если уже создалось впечатление, что это он такой герой без рожка, всех распугал, ну, это было не так. Люди разошлись сами по себе, потому что они не хотели крови. И в этом, кстати, и секрет его живучести. Его секрет живучести в том, что белорусы не хотят крови. По разным причинам. Это можно называть выученной беспомощностью. Здесь я соглашусь с Виктором Дмитриевичем Бабарико. Это есть. Люди не хотят приходить силовым методом к власти, чтобы не породить второго такого Лукашенко. Да? Потому что история показывает, что обычно силовые методы — это одна хунта сменяет другую хунту. Ну, как правило. Да? То есть по разным причинам. И то, что оппозиционные политики вообще сумели вывести такое количество людей на улицы, почему люди вышли, одной из причин, по моему глубокому убеждению, было то, что они не пропагандировали силовые методы. Понимаете, люди вышли только потому, что им не угрожало то, что они будут задействованы в войне, что они идут, они не шли убивать. Люди надевали красивую одежду. Вот эти цветы и шарики, это не потому, что белорусы там глупые, наивные. Это были символы того, что мы тебя не идем убивать. Не надо на нас нападать. У нас цветочки и шарики, ми йдемо на праздник, у нас мирна демонстрація, у нас парад, ми празднуємо. Але тим не менше людей з квітами і надувними кульками садили в тюрми, гвалтували, вбивали, калічили, знущалися в різний спосіб. І величезна кількість людей пройшла через цю, не просто репресивну машину, а машину, яка знищує людську гідність. І до сих пор проходять. Досі проходять. І величезна кількість людей в тюрмах. В Україні, якщо порівнювати, от така кількість людей, яка просто сидить в тюрмі, в них є в кожного родичі і так далі, вона б вже провокувала якийсь бунт, так, і рано чи пізно хтось би пішов і вдарив міліціонера на вулиці, і потім ще одного, і потім би просто такий ефект доміно почався. Міліціонери перестали б виходити на роботу, брали б лікарняні, як в нас це відбувалося на останньому Майдані. Так? Тобто, ніхто ж не хотів іти і вбивати когось, ніхто не йшов на війну. Але якщо тебе так, там наш голий козак Гаврилюк справив на всіх психологічне враження, колосальне, і в той самий день міліціонерів почали бити там, і вони перестали виходити на роботу. І от таким чином вже закрутилося все. Чому в Білорусі після таких жахливих речей, після цих кадрів, свідчень, ми бачили цих покалічених людей? Чому ніхто не став тим першим? Були якісь поодинокі дуже випадки. Да? Чому не почався цей бунт? Чому це не обізлило? Чому білоруси настільки виявилися добрими, я не знаю, безпомічними? Як це назвати? Здесь, я думаю, несколько составляющих. Одна из них – это вот так срабатывает выученная беспомощность. То есть, когда люди живут долгие годы в абьюзе, а Беларусь – это страна абьюза абсолютного, просто повсеместного везде. Почему ее нельзя сравнивать с Украиной? В Украине и у украинцев в менталитете всегда было ощущение свободы, личной свободы. И это было такое, это такой must-have. Для украинца это нормально, и он даже не понимает, как можно по-другому. У белорусов такого не было никогда, в принципе. То есть за все время Лукашенко, а до этого Советского Союза, белорусы жили в постоянно пригнетенном состоянии. То есть это состояние абьюза. И когда ты только попытался выйти из этой своей клетки, и тебе дали по голове, то ты поджимаешь хвост и идешь обратно. Может быть, я сейчас немножко там грубые, циничные вещи говорю, но так это срабатывает психологически. Плюс есть еще небольшой
большое недоверие к людям, которые рядом с тобой, а поддержат ли они тебя? Вот если ты сейчас выйдешь и начнут стрелять, не разбегутся ли они? А в том, Мова йде про лідерів опозиції, про політичну опозицію. про чи лидеров, взагалі? про людей, которые рядом с тобой, например, стоят в цепочке, да. Про тех же, вот вы говорите, в Украине милиционер не выйдет на работу, потому что он знает, что сейчас его там завтра отправят. Тому що бить людей. сусіди його Да, засудять. Йому А в Беларуси нет. Милиционер выходит на работу, потому что бить – это его работа. Понимаете? Я не знаю, как раньше полиция украинская там до этого была, но в Беларуси милиционер это всегда надзиральщик. И это всегда через силовое решение. Если вы слышали там сливы, которые выкладывают киберпартизаны, как эти люди между собой общаются, как они со своими женами разговаривают. То есть это такая психология, поэтому для них это вообще нормально. Ненормально было там для людей, которых начали бить, они этого не ожидали, да, что вот твой сосед пойдет. Я вам скажу, меня арестовывал с избирательного участка, забирал человек, которого очень хорошо знаю, но здесь в соседние садики ходит, и мы по работе очень часто соприкасались. Он меня арестовывал. Это вот к моменту, как это происходит. Його не смущало. Ну, он выполнял свой долг, и он мне искренне задавал вопрос: Елена, я столько лет вас знаю, вот скажите, в какой момент вы пошли по кривой дорожке? Вот так вот, он прям искренне, он совершенно, и он не понимал, что происходит и чего нам в жизни не хватает. Ну, а зараз це там якесь бурління, там невдоволення тим, що відбувається в країні. Очевидно, з економікою не все добре. Воно вистрелить? Чи вже можна забути про це? Я не думаю, потому что уже палками забиты все. Все сидят, вы же понимаете еще, люди сидят, последние 200 человек задержали, когда была перестрелка, вы, наверное, знаете, да, дело Зельцера. Задержали людей за комментарии в интернете, Татьяна. За комментарии, за эмоджи. Даже можно не писать ничего, эмоджи поставить не с той реакцией. И ты уже залетел. 200 человек. До сегодняшнего дня эти 200 человек сидели без передачек. Вот кого кто как забрали, без зубной пасты, без сменной одежды. Они спят на голых матрасах, им подсовывают вшивых бездомных, им поливают хлоркой полы, их содержат по 16-20 человек в камере. Понимаете? И их близкие об этом знают. Они не пойдут штурмовать тюрьму, потому что расстреляют всех. Сначала расстреляют тех, кто в камерах сидит, первых положат, потом расстреляют тех, кто под. И когда Лукашенко говорил, что если будут протесты и будет второй Андижан, то все абсолютно знали, что это будет. То есть то, что Лукашенко будет стрелять, сомнений не было ни у кого вообще. Абсолютно. Що ж, от такі сумні реалії в країні, яка розташовується з нами поруч, від якої зараз так чи інакше походить одна з загроз, які існують для нацбезпеки України. Дякую вам, Олена Приходько, білоруська журналістка, яка змушена була втікати до України, була гостем нашої програми. На цьому ставлю 3 крапки. Далі буде, залишайтеся з нами.